Первые небоскребы города Якутска. Уже новый шаг в строительстве города Якутска. Дома, которые начали массово строиться вот в середине 70-х годов, в принципе, можно заносить в рекорд Гиннесса, но кому это надо? Но тот период где-то 60-х, 70-х годов, когда началось бурный, так сказать, рост населения города Якутска, а строительная индустрия не была готова к каменному строительству, то есть у нас не хватало железобетона, кирпича, поэтому вот в 60-х, 70-х годах было массовое строительство вот таких двухэтажных домов. Но вот этот дом еще такой с балконами, красивый. Чаще всего это были 12-16 квартирные дома, это вот в район Елочки, в район 17-го, 1-го, 2-го кварталов, 17-го квартала. То есть это была массовая застройка таких домов. Почему? Потому что, еще раз говорю, кирпичные, конечно, дома строились, но их было мало из-за того, что еще не работал полностью кирпичный завод в Покровске, не было еще этого комплекса строительной индустрии в Массоголохе, в Бестяхе. И постепенно мы вот пришли к тому, что в начале 70-х годах начались, вот в Массоголохе начал производство КПД, это 464 серия, просто называемых КПДшки. А до этого около 1000 домов построено было вот таких деревянных, с печным отоплением, со всеми удобствами на улице, потому что центрального отопления тоже в городе не было, еще были только котельные квартальные на угле. Все шло к тому, что вот к 70-м годам город, получив газовое снабжение, начал развиваться чуточку по-другому. Ну вот улица Петра Алексеева, это наши первые КПДшки, это начало 70-х годов. В принципе, монтажников тогда было мало, то есть это такая новая профессия была в Якутске. И вот эти вот первые КПДшки, они чем знамениты, у них очень маленькие кухни были, вот рядом с балконом такое узкое окно, но тем не менее это было такое уже новый шаг в строительстве города Якутска. Мы уходили от массового деревянного строительства к массовому каменному строению. То есть кирпичные дома, еще раз говорю, строились, но их было очень ограничено из-за того, что еще мощностей кирпичных заводов не хватало. И вот постепенно сначала была вот эта вот серия, потом вот увидим этот. Кстати, это первый кооперативный дом в городе Якутске. Тогда можно было, по-моему, за 10 тысяч купить 4-комнатную квартиру. Ну, я точно не знаю, но разговоры были, что вот именно вот этот дом был первый нас дом, где можно было купить квартиру. Это, опять же, 80-е годы. Впереди у нас так называемый 4-й магазин продовольственный. Это был первый жилой дом, на первом этаже которого был предусмотрен сразу магазин. То есть это вот, один из центральных, будем так говорить, магазинов города Якутска. Это конец 50-х годов, класс, так сказать, еще со сталинскими излишествами, как потом их назвали в архитектуре. И, в общем-то, он уже был последним домом советской постройки. Потом все упростили, никаких колонн, пилястр. То есть вот наша площадь Орджоникидзе, там у нас вот здание телеграфа, или как ее называли, дом связи, двухэтажный большой тоже, но он уже потерял свой облик, когда его покрыли керамогранитом. Ленское пароходство тоже 60-е годы постройки. И вот дом номер 7 и 11, это где кафе «Волна» у нас была. То есть, видите, там уже все упрощенно, нет никаких излишеств практически. Но кирпичные дома, еще раз говорю, строились, но в гораздо меньше количестве, чем потом в 80-х, 90-х годах, когда вот уже началось массовое строительство из кирпича. Первые небоскребы города Якутска. 1976 год. Тот первый дом, там прямо на нем, на торце, на уровне вот чердака, выложены красным кирпичом цифры. Итак, мы практически в центральной исторической части города. То есть здесь раньше были масса деревянных домов. Вот через дорогу был мужской монастырь с архиерейскими палатами. Сейчас это здание музея имени Ярославского.
А вот это вот здание Ярославского 9 знаменито тем, что это был первый девятиэтажный дом. Мы начали его строительство в апреле 1976 года. Снаружи он облицован керамическим кирпичом, привезенным из Красноярска. Но тогда не было, то есть наш головной, мы подчинялись глав Красноярстрою, поэтому большая часть железобетонного сборного тоже шла из Красноярска. Но уже развивалась, так сказать, вот якутская стройиндустрия. Вот это вот 1976 год, то есть к Новому году он уже был заселен счастливыми людьми. По-моему, была Кривошапкина, да, или кто-то, наша певица на каком-то этаже получила, насколько я помню. Ну вот второй, третий дом мы уже 1977 год заканчивали. Вот этот магазин ткани, он тогда назывался. Это мы уже строили 82 год, 83-й. Вот здесь был в самом конце был магазин счастья для молодоженов. И вот в 83-м году мы уже строили вот этот кафе, он тогда называлось «Катюша». Но теперь это у нас хачапури. Там построили второй этаж. Ну вот это яркое, так сказать, предстоит дома, которые начали массово строиться вот в середине 70-х годов. Кирпичные дома, кирпичные, блочные дома и так далее. То есть это был такой расцвет, главякутстроя, рассвет вот, массового строительства каменных домов в городе Якутске. Ну вот вершина, будем так говорить, советского строительства. Чем закончился наш весь строительный комплекс в 90-м году? Это то, что мы построили вот этот домостроительный комбинат. Это единственное в мире здание, под которым стоит 10 тысяч свай. 10 тысяч свай. В принципе, можно заносить в рекорд там, Гиннесса, но кому это надо. Сейчас, по-моему, завод стоит. Здесь можно делать только вот сборный железобетон, либо дома. Ну, то есть, по большому счету, другого назначения у него нет. Сносить или ломать это здание еще будет дороже. Поэтому я думаю, что тот мастер-план, который принят сегодня городом, который утвержден Путиным, я думаю, что он должен, будем говорить, второе дыхание появиться у этого завода. Коллектив, в принципе, как таковой сохранен. Просто люди где-то в отпусках или где-то здесь. Они вот, там есть микрорайон, который был построен, жилые дома для этого завода. То есть они все там, они живут, и мне кажется, не надо никого особо обучать. Просто надо вернуть их на место, начать платить зарплату и реально ставить перед ними планы по производству жилых домов. Даже не жилых домов, я думаю, что у них есть. То есть на самом последнем этапе, да, когда вот последний год, уже были интересны у них проекты, облегченные панели, которые можно было возить и на крайний север, то есть так называемые сборные панели, и просто на месте они должны были уже утепляться. То есть это тоже один из вариантов, который сделать гораздо проще, чем делать монолитное домостроение или кирпичное здание строить. Потому что сегодня на севере нужны новые тоже поселки, нужны обновления городов тех же северных. Я думаю, что перспектива у этого завода есть, и вообще перспектива развития Якутска, вот это южное направление, где мы сейчас находимся, то есть там будет у нас мост, оттуда будет идти развитие, опять же, инфраструктуры, новые базы, новые логистические центры и так далее. То есть мастер-план со строительством моста увеличит вообще перспективу развития города Якутска. А если развитие идет, значит нужно строить жилье и комфортное, и дорогое, и общедоступное, которое мог делать домостроительный комбинат.